Продолжая работу по информированию молодежи и привлечению к сотрудничеству с телекомпанией АТВ, наш сегодняшний маршрут лежал в село Кангас, которое до недавнего времени было самым большим селом в Европе. Ну и традиционно решили посетить сначала лицей, так как в лицеях обычно больше учеников. Очередной раз проведя нашу акцию по гражданской журналистике, сегодня мы находимся в лицее номер 1. Но, к сожалению, в классы, чтобы побеседовать с детьми, нас не пустили. После получасовых упрашиваний и убеждений лицейской администрации, что мы занимаемся полезным делом, наша съемочная группа ушла в гимназию, так и не побеседовав с лицеистами. В Кангасской гимназии царила совсем другая атмосфера. Зауч, ознакомившись с нашей деятельностью, дала добро на проведение нашей акции. На тот момент у старшеклассников шел урок физкультуры, и ребята с интересом выслушали наше предложение. Если бы я стала свидетелем какого-то события, аварии, происшествия, пожара, я бы связалась с сотрудниками телекомпании АТВ и рассказала, сфотографировала, сняла на видео и рассказала бы все. С сотрудничеством телекомпании мы можем предотвратить пожары, всякие бедствия и находить преступников, наказывать их законом. Учитель физкультуры работает в гимназии на протяжении 15 лет и уверен, что молодежь должна быть вовлечена в решение социально-экономических проблем, сотрудничая со СМИ. Я думаю, что современные проблемы решать можно только вместе с детьми, потому что все задачи и все насущные проблемы, которые мы должны решать вообще в жизни, они должны быть в курсе. И не только быть в курсе, но дети сами должны активно участвовать. Они владеют информацией, у них есть интернет. В селе Кангас проживает около 14 тысяч человек. Наверняка в таком большом селе есть много проблем. Мы призываем к сотрудничеству не только молодежь, но и всех, кому не безразлична судьба своего населенного пункта.